Сегодня одной из главных тем средств массовой информации является энергетический кризис, с которым столкнулись даже очень развитые страны. Наши проблемы, конечно, помельче, и мы уже ко всему приспособились. Не первый год мы живем при дефиците электроэнергии. С приближением зимнего периода наша беспокойность возрастает. Естественно, актуальнее становится вопрос выработки и доставки электроэнергии в наши дома и различные предприятия. От качества и стабильности получаемого электричества и ее цены зависят любые производимые товары и услуги. А также мы для отопления в основном используем электроприборы, поскольку центрального отопления у нас нет. Для того, чтобы понять, в каком положении находится электроэнергетика Абхазии и какие ожидаются перспективы, мы пригласили в студию компетентных и информированных гостей. Как избежать энергетический коллапс? Тема нашего прямого эфира и гостья нашей студии. Заместитель руководителя РУП «Черноморэнерго» Кварча Руслан Цыбович, председатель Госкомсвязи Халваш Беслан Викторович, заместитель министра внутренних дел Нормания Тенгиз Мурманович, депутат Народного собрания Джинджоля Алхаз Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Наверное, все-таки мы начнем непосредственно с Черноморэнерго. В течение 1 часа мы коснемся различных аспектов энергетики и все-таки хотели бы для начала вкратце узнать, какое состояние на сегодняшний день в этой отрасли. Ну, как вы все знаете, в электроэнергетике Абхазии на данный момент непростая ситуация. Но это связано с ростом потребления электроэнергии. Особенно в 2020 году наблюдался такой рост, резкий рост потребления. И в этом году, в 2021 году. В 2021 году это связано с курортным сезоном, да, большое количество отдыхающих. И все объекты курортного комплекса, все на электроэнергии. Поэтому это тоже повлияло на рост потребления. Рост потребления – это такой, естественный процесс в любом государстве. Это растет благосостояние, подключаются новые предприятия, когда естественный рост. Это такой рост где-то в пределах 7%, такой рост был до 2020 года, можно сказать. А в 2020 произошел резкий рост, и в этом году такое же потребление, наблюдается большое потребление электроэнергии. В связи с чем и прогнозируется дефицит электроэнергии до конца года. Так, рост еще... А состояние на данный момент, то есть сейчас немножко, осень немножко потеплела, все объекты электроэнергетики сейчас в настоящее время работают в нормальном режиме, то есть линии электропередачи, подстанции нигде не перегружены. После работ, которые были проведены на Ингургэс, все-таки это было какое-то подспорье для вас? И это как-то поможет нам зимой? Или все-таки мы не можем рассчитывать на вот эти вот ремонтные работы в деривационном туннеле, которые были проведены? Нет, это, конечно, подспорье. Там шла большая фильтрация. И вот за счет этих работ потери воды уменьшились. И какая-то, конечно, выработка в какой-то степени немного увеличится, выработка на Ингургэс. А это тоже все в копилку садится, общего потребления. Это тоже помогает. Но чтобы оно все потребности покрыло потребление, этого сказать нельзя. Поэтому ожидается дефицит в связи с большим потреблением электроэнергии, которое наблюдается в данное время. Даже больше, чем в прошлом году, в этом году. От этого ремонта какое-то улучшение качества вырабатываемого это в конце года. Потери уменьшились, то есть, там может увеличиться выработка, где-то прогнозируемо на 100-200 миллионов киловатт-часов.
ну, где годовая, среднегодовая около 4 миллиардов, 4 миллиарда 200 миллионов, это в зависимости от гидрологии, то есть от того там от таяния ледников, ну, то есть от поступления воды в Чварское водохранилище. Ну, в таких, так, рассчитывала, что эти работы где-то сэкономят около 100-200 миллионов в общей выработке вот, Ингургеса. Ну и понадежнее, наверное, теперь. Ну и, Вот говоря да, все-таки об понадежнее. энергетике, эта тема касается каждого из нас непосредственно. Без электричества, как мы уже не представляем свое существование. Перед нашим эфиром мы решили провести такой маленький опрос. Не могу сказать, что мы охватили какое-то большое количество людей, но и тем не менее хотим предоставить вашему вниманию буквально пару минут, что говорят наши вот жители. И попрошу, чтобы вам сейчас предоставили такую возможность. Школа скилла хазара шала зук кула майнинг по аныркалар алла шара зиги хасхо бисирак юсирак зко юлиштани мдануби وبرجري خطة قلنا جرا معات كشاك أخذ وأصحى كل دشت زر وبيش تلارا بس كيسا أبري رتشني زوج كله قانون كله ربيع حد من خلق حسبيانه إذا رير دروي زوج كله كيف دروي جرا الناس زي حزم زي رشاد رقخة بدري بس كنا نعرف يا أخي رير دروي شان كله بس كيف دروي ما شاء الله. Вот сегодня у нас за свет мы платим 40 копеек. Да, Кто-то дешево. платит, а кто-то не платит. Да. Как вы вот относитесь к тому, что кто-то может себе позволить сказать, что вот я не буду платить за свет? Ну, это нехорошо, конечно, нельзя такое делать. И так дешево у нас тариф такой, самый низкий. И еще ничего это не платить тоже как-то. Ну, некоторые со злости, что вот остаются без света, он не платит. Говорит, пускай, мол, пока сделают, потом будут, в общем, пока у нас беспорядок в этой области. Ну, я надеюсь, что будет порядок. الله شرنا حاو وبيجي بريشاخ وريشاح فوق شو بيجي ياخذ بي يقلب نعم تو زي سمزح سنة كتاح يحزمش الله بخا يتكلم يحشلات بيمس خمسة لك حشوت كثير تحزلقوا حاخ نتسبح الزبنية ودي حشوت سبحان الله شرنا يزم شو زست كسر أقرر شديد زمو وبرتي شدوم زمان أبغى زم خدا الله بربارة بوا بيقمدي بيجي يحضرير درويت بزرم شوي أبين سيدر شو تدري مشوي حشو حكمة بيبينسي خجروه وبري خخنا الله شرفه شو ينام تجي شو دي نوبري كاسة عند الخلق شو بس شو الله ربط رتشني نسخه الله شرفه إن شاء الله. Говорят о том, что сегодня уже назрела такая необходимость, чтобы цена за свет у нас, за сбор изменилась. Вот как вы относитесь к такому предположению, что пора уже нам повышать тарифы? Ну, я не знаю, повышать это всегда плохо. Все к этому плохо относятся, скажут, и так нету, и так опять повышать. В общем, должны разобраться в этом деле и установить точно одну какую-то. Пускай будет больше чуть, но постоянно, чтобы был свет. Но все-таки вы надеетесь, что в этой сфере у нас изменения какие-то будут? Должны быть, это обязательно должны быть. Уже так до конца дальше не должно остаться. Кто-то должен взяться и сделать, как положено. Чтобы. Если мало считаешь, что платят, значит, добавь цену и поставь, чтобы свет был. А то так же нехорошо. Я заплатил, вы заплатили, а другой не хочет платить. Это тоже нехорошо. Но это установится, когда начнут свет давать. И я думаю, что многие начнут платить быстрее. خوش ما تبين سيزوا زرسر الله شرف يشوما بس مشو ناس شوي برسنت بس يزدرم شا روحه وبتشوقي بجحر وبقوزه ده زمان بيزلاب يروسو. А как вы относитесь вот к таким приборам учета, которые будут автоматически отключать человека от сети, если он не заплатил?
Ну, а есть ли такие приборы? Есть, Есть такие конечно, приборы, это в да, Москве, вот есть уже, и у нас, по крайней мере, пытаются внедрить такую систему. Вот человек не заплатил, и все, у него отключается автоматически Ну, свет. правильно, пускай, я не против этого. Это хорошо. Не платишь, значит, иди гуляй. За свежий воздух. Да. Вот, начнет звездочки считай. Если ты не хочешь дома сидеть, значит, делай так. А если хочешь, значит, заплати, сколько полов, и так очень маленькая сумма у нас. 40 копеек, это же вообще. порядок надо навести. Сейчас поедем с вами, я вам покажу, сколько везде свет горит днем. Зачем? Освещение, чтобы вот даром, когда не нужно, не надо гореть. Поставили вот свет и круглосуточно горит. Ну как? Ну это кто-то же платит за это, идет, нужно же. Так Ну, что мы можем сделать? Мы простые люди. Пускай за это власть пускай берется и разбирается. Мы предоставили вашему вниманию вот маленький ролик. И все-таки, Руслан Цыбович, к вам вопрос. Как вы считаете, сегодня можно уже говорить о том, чтобы мы поднимали тарифы за свет? Мы пришли к этому, мы готовы уже? Ну, я считаю, да, тарифы нужно поднимать. Просто нужно рассчитать именно для Абхазии. Сейчас рассчитывается методология расчета тарифа для нашей страны. Потому что эта цена, она очень мизерная. Электричество – это очень дорогая продукция. И единственная продукция, которая вначале доставляется потребителю, только потом, после этого он должен заплатить. Поэтому так и происходит, что никто не платит за потребленную электроэнергию. Хотя благосостояние населения растет, вся остальная продукция, услуги, мировые цены, и бензин и дорожает. Но за все могут заплатить, и за мобильную связь, и за интернет, а как будто бы выходит за электричество. А электричество, я считаю, это основной продукт, которым пользуется все население, все предприятия. Это самый необходимый. В первую очередь нужно платить за электричество. Потому что при такой цене деятельность нашей энергосистемы невозможно. В полном объеме эксплуатация, обслуживание этих сетей очень дорого и несобираемость. И мы, в принципе, 40% собираемость по такому тарифу. И катастрофически не хватает средств на развитие электроэнергетики. Потому что в любом государстве электроэнергетика опережающими темпами должна развиваться. То есть должны быть резервы мощности, чтобы экономика развивалась, чтобы могли подключаться новые потребители, новые заводы, фабрики, чтобы для развития экономики. Но поэтому сейчас мы в такой ситуации, что уже дефицит, и в скором времени уже вообще не станет возможности для подключения новых потребителей, инвесторов, кто придет. То есть у нас нет и мощностей, и не передающих линий, перегруженных трансформаторных мощностей. И самое главное, генерирующих мощностей не хватает. И поэтому поднятие тарифов необходимо. Социально незащищенные слои должны быть как-то защищены. Там тоже дифференцированно нужно подходить к этому. Уже, потому что этот тариф весь послевоенный период остается таким же. Хотя на все остальное давно подняли во много раз и выше, чем даже и в России, на другие там услуги, продукты питания, не знаю, на все остальное. Только на электроэнергию остается такая мизерная цена. А приборы учета, по вашему мнению, все-таки стабилизируют в этом направлении как-то? Баланс думаю, будет да, какой-то? я думаю, да, это единственный на данный момент внедрение приборов, автоматических приборов учета. Это даст экономию электроэнергии, потому что люди начнут экономию, когда придется платить за все количество, которое они потребляют.
И в случае неуплаты они будут отключаться, и им придется платить, чтобы они имели эту электроэнергию. Ну и мы думаем так, по расчетам, процентов 30, наверное, будет экономия электроэнергии. Это тоже какое-то количество времени нам позволит, ну, то есть позволит, ну, сэкономить электроэнергию и развиваться какое-то количество времени, если мы не будем строить новые генерирующие мощности. То есть, когда дефицит уже не хватает, уже последние 2 года, или нужно экономить всему населению, всему государству, или нужно, ну, или строить, восполнять этот дефицит, это новую генерацию строить, электрические станции, или закупать электроэнергию где-то. Ну, такой опыт во всех странах при дефиците электроэнергии. Или, ну, экономить, если, то есть, или ограничение вводить. Ну, это крайняя мера. В этом году государством были выделены, да, средства на приобретение аппаратов учета, Ну, и да, на ремонт линии Че Гевара, да, и еще там на что-то. Да, в этом году, ну вот из средств, предусмотренных в бюджете, это парламент тогда настоял, так, ну, 100 миллионов рублей. Именно на приборы учета были эти средства выделены. Но исходя из ситуации, эти 100 миллионов, то есть часть средств была направлена, у нас повреждение было большое на линии, межсистемной линии 220 ПСО. На ремонт этой линии зарезервировано средства на ремонт линии Че Гевара 220 киловольт. Это первая на транзите, которая находится на реконструкцию и ремонт этой линии. Часть средств была потрачена, вот, когда стихия летом, были много повреждений, на устранение этих повреждений. И где-то около 30 или 30 миллионов на приобретение именно приборов учета. Ну, Алхас Владимирович, наверное, сейчас к вам вопросы такие затронули, что парламентарии решали вопрос по бюджету. Как вы считаете, что еще необходимо? Может быть, какая-то определенная... Понятно, что в этом направлении колоссальные финансовые вклады нужны. Но, может быть, в комитете где-то обсуждалось, какие первые шаги необходимы для того, чтобы хотя бы поддержать вот всю эту энергосистему? Сейчас, сегодня у нас октябрь месяц, если вспомнить те баталии, так назову, которые сопровождали принятие проекта бюджета на 2001 год, когда, ну, сейчас не побоюсь слова, насильно эти средства были заложены, о которых Руслан говорил, 100 миллионов рублей на приобретение и установку приборов учета электроэнергии. Кстати говоря, вынужден просто прокомментировать. К сожалению огромному, мы наблюдаем нецелевое использование бюджетных средств. Это не в упрек. Я понимаю, что есть куча проблем, но когда мы, опять-таки, в конце прошлого года обсуждали бюджет, еще планировали 150, предлагали миллионов вложить в реконструкцию, тогда и сейчас горящую реконструкцию Чегварской, такую бутылочного горлышка, так назову. Эти деньги мы не смогли заложить в бюджет, но за эти 100 миллионов вложили. Из этих 100 миллионов, получается, осталось 30 миллионов на приобретение. Это предмет отдельного разбирательства, но, боюсь, мы станем свидетелями очередного дежавю, когда вот на носу уже принятие следующего проекта бюджета, и опять начнутся споры, как быть, что делать. Мы же всегда, когда спорим, у нас вообще в нашей стране традиционно не доходим до вопроса, что делать. Мы до этого все прекращаем. Что делать, предлагали. Ну, в ответ, как бы мы сейчас видим, обсуждается у нас в недрах парламента дорожная карта, так назову ее, которую мне представил Минэк, в котором, ну, основным средством спасения нашей страны вот от коллапса это, естественно, инвестиции с российской стороны, привлечение специалистов, средств и так далее, разработка вот тарифа экономически обоснованного. Ну, как это ударит по населению, догадываться не надо. Счета, когда придут в 10-20 тысяч в каждое домохозяйство, квартиру, семью,
представляете, какое будет недовольство. Предложили встречный план. Но опять-таки мы же не умеем слушать друг друга. Предложили, в том числе вчера вот было руководство Черноморэнерго у нас в гостях, обсуждали совершенно спокойно друг друга, между давно так не общались, предложили свою помощь. РУПу — это государственная организация, естественно, которую мы должны за уши вытягивать из этой вот ямы, в которую они провалились, грубо говоря, не по своей вине. Предложили в виде дотаций регулярных, вот, встречный план 5-летний, где будут защищены социально незащищенные слои населения, то есть защита от вот этого роста тарифов, вплоть до определенного замораживания на определенный срок. Но с условием регулярных дотаций из бюджета напрямую РУПу именно на приобретение учетов. Отдельная программа именно на текущие там горящие их проблемы. Посмотрим, вот сейчас уже подходим вплотную к обсуждению этих проблем. Надеюсь, будут приняты, услышали друг друга, надеюсь, будут приняты вот эти вещи к рассмотрению. Мы готовы пойти навстречу. Мы все тут не враги, естественно, все собрались, готовы всячески помочь. Ну, естественно, с условием, что мы понимаем, на что, как, когда и зачем будут тратиться средства, потому что все ожидают как можно максимально быстрого эффекта, он нам всем нужен, как вы все прекрасно понимаете. Ну, одна из таких, наверное, проблем на сегодняшний день — это всеми нами известный майнинг, который выбил, так сказать, почву из-под ног. В самом начале, наверное, борьбу с ними начали вести все-таки представители Министерства внутренних дел, СГБ, затем другие структуры присоединились. На сегодняшний день какая работа проводится? Вы в таком же ритме, в таком же темпе, вот как вы начинали, сегодня изымаете, где-то храните, или у вас все-таки система поменялась по изъятию? Может быть, как-то иначе вы сейчас подходите к этому вопросу? Как известно, с октября 2020 года Министерство внутренних дел Республики Абхазия ежедневно проводило мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалюты. Была проведена определенная работа. Приказом министра внутренних дел были созданы рабочие группы на местах, имеется в виду в районных управлениях и отделах милиции, которые непосредственно работали по этому направлению. Хотелось бы поделить на два этапа работу, которую мы выполнили. Это с октября месяца по апрель месяц. За этот период в результате проведенных мероприятий было, по нашим данным, осуществлено более 800 выездов. Отключено от сети 351 объект, где находилось 13 796 майнингов и 212 видеокарт. В тот период каких-либо законных оснований не было по изъятию данных майнинг-аппаратов, и поэтому мы опечатывали эти помещения, пломбировали. Большинство лиц, которые занимались добычей криптовалюты, вывезли, по нашим данным, за пределы территории Республики Абхазия свое оборудование. Но также часть лиц продолжила заниматься добычей криптовалюты. Они просто с одной точки переходили на другую точку. И так получалось, что одни и те же лица несколько раз мы выявляли. Они подключались заново, Заново получается. подключались, да. И почему я хотел разделить на два этапа. С того момента, когда законодатель 2 апреля дал нам возможность изымать майнинг-оборудование и применять в отношении этих лиц административные наказания, с этого момента мы продолжили эту работу. Уполномоченным по данному направлению были, как вам сказать, по реализации данной статьи, это статья 96 прим. 1, государственный
комитет по госстандарту, в чьи обязанности входило непосредственно выносить административные протокола и обращаться в суд. За этот период с апреля по настоящее время было в общей сложности выявлено майнинг аппаратов в количестве 4854 единиц. И они были размещены в специализированный склад. Охрану данного склада была возложена на Министерство внутренних дел. После судебных решений майнинг оборудование было возвращено, но определенная часть была возвращена, но эти оборудования были вывезены за пределы Республики Абхазия. Есть такая достоверная информация, Да, что да. они не подключались, что они... Ну, смотрите, возвращались с условием одним, что сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники госстандарта, сотрудники службы госбезопасности сопровождают до границы. То есть они фиксируют факт вывоза данного оборудования за пределы Абхазии, и мы уверены и можем ответственно говорить, Как бы что завести уже это сложнее Нет, будет конечно, потом. Конечно, завести будет это сложнее. Работа продолжается постоянно, мы не останавливаемся на этом. Помимо этого у нас функционирует горячая линия. Большое спасибо отдельным гражданам. За весь период более 190 обращений было на горячую линию. А из 100 вот этих вот, тут что вас перебью, вы выезжали вот по каждому, и Все. где, вот в каждом вы изъяли, Нет, получается? я или- сейчас объясню. Все обращения были реализованы на 100%, но половина обращений Ложные, получается. были ложные, а другая часть были выявлены майнинг-фермы, применены в отношении них административные. Вот очень такая интересная вещь, что вот если работа Министерства внутренних дел, вот мы видим физический контакт некий такой, вы пришли, забрали и унесли. А вот работа Беслана Викторовича, она немножечко такая другая. Вот как бы мы в последнее время увидели, в чем заключается именно ваша деятельность. Вы нажали пару кнопочек, и майнинги перестали работать. Расскажите все-таки для нас, простых граждан, что такое это VPN, как это работает и как вам удалось вот навести такой, сказать, шум, что вот майнинги перестали работать. Хотя в социальных сетях можно найти, что кто-то пишет о том, что есть возможность подключения, спутниковый интернет, различные другие какие-то каналы. Но в чем заключается ваша деятельность в этом направлении? Точно так же, как и Министерство внутренних дел, в конце прошлого года мы были подключены к процессу оказания помощи нашим энергетикам. В прошлом году мы технически были готовы отключить IP-адреса, доменные имена. Это самый простейший способ добычи, использования интернета для добычи криптовалюты. Но мы знали изначально, что работа в этом направлении будет непродолжительная, будет там несколько дней, определенный эффект. Было сэкономлено определенное количество. Да. И вот и у нас этот процесс на той стадии, он остановился. Далее те добытчики криптовалюты, которые хотели перейти на более высокий уровень добычи, использования интернета, они начали использовать VPN. Нашей задачей было технически подготовить наших операторов, у кого не было оборудования, чтобы они приобрели, и вот начали блокировать VPN. Вот результат вы видите. Это более углубленный анализ трафика интернета.
Вот все-таки вот это отключение VPN могло как-то повлиять на работу домашнего интернета? Вот многие жаловались о том, что у кого-то программы какие-то не грузятся, что приложение невозможно открыть. Насколько это взаимосвязано или все-таки это может быть какие-то единичные случаи? Мы изначально знали, что вместе с отключением этого сервиса, который будет мешать добытчикам криптовалюты, мы можем помешать работе других сервисов. Мы предполагали, мы это обсуждали, мы совещались ни разу, ни два, мы собирали специалистов. Но раз была такая поставлена задача, мы начали ее выполнять. Я вам скажу, что значит, были определенные сложности в работе банковской сферы, платежные терминалы. Люди, которые находились и находятся на методы удаленной работы, вот, в последнее время они были очень сильно введены в связи вот, с пандемией. И мы вместе с тем, что помешали работе добытчиков криптовалюты, мы помешали, честно говоря, и другим честно работающим и зарабатывающим на определенной работе службам. Вот работу банковской системы наши специалисты как бы быстро восстановили, платежные терминалы. Некоторые сервисы до сих пор как бы не восстановлены. Те люди, которые находятся на удаленке, наши специалисты занимаются решением этой проблемы. И я думаю, что как бы мы решим все эти проблемы. Как и предполагалось ранее, эффекты по отключению IP-адресов, по блокированию VPN-сервисов, они имеют краткосрочные. Они могут найти новый адрес, подключиться. Насколько быстро эта система может обнаружить, скажем, подключение и все-таки ликвидировать подключение? Вы знаете, вот, все зависит от того, от владельца этого оборудования. Некоторые владельцы могут находиться, допустим, от специалиста, знающего, да, те люди, которые находятся и добывают криптовалюту, допустим, в столице нашей страны, они рядышком находятся от IT-специалистов, которых могут позвать, попросить быстренько обойти вот эти вот сервисы. Те люди, которые подальше находятся, придется им чуть подольше ждать, чтобы до них тоже дошли. Но в этом направлении тоже как бы ведется работа. И я еще раз повторяю, это было как бы, эффект был кратковременный. И сегодня мы занимаемся, я не хочу эта работа будет у вас продолжена? Терминологией утомлять наших телезрителей, да, вот, и но есть какие-то другие рычаги, да, там зеркала, закрытие этих зеркал, и мы должны постоянно, они будут от нас убегать, вот, да, а мы должны их искать. Вот, как бы, вот такая работа. Создавать, да? Да. Вот вы говорите, что есть люди, которые отдаленно, да, от специалистов, которые могут прийти, починить. Онлайн возможно это сделать? Вот, скажем, большая ферма, которая за пределами где-то находится, и через сеть вот взять и перекинуть на другой какой-то канал. Сейчас терминологию, может, я неправильно озвучиваю, но и тем не менее помочь подключить обратно вот эту ферму к сети. Вот я считаю, что крупных ферм, незаконно работающих в нашей стране, практически не осталось. Сотрудники МВД вот, в каждом районе по распоряжению президента были созданы штабы не работали, они как бы таких крупных ферм, я считаю, что или не осталось, или может осталось ограниченное количество. И они могут использовать там спутниковый интернет, как бы, да, я на телевидении не буду консультировать, да, как обходить вот эти вот все дела, но способы обойти блокировку VPN много. И люди, особенно продвинутые в этой отрасли, они... Но тут же нужно еще отметить, что люди, которые и могут финансовые вложения сделать, спутниковый интернет, он ведь тоже не дешевый. Как бы в интернете сейчас пишут о том, что есть возможность подключиться к спутниковому интернету, телефон, адрес, куда обращаться и тому подобное. Но эта услуга, видимо, тоже не копеечная. Вы правы. Вот когда мы начинали эту борьбу в прошлом году, когда мы закрывали IP-адреса,
были призывы, теперь мы перейдем на VPN. Да, вот как бы так было. А сейчас Мы вот добрались переходим до на спутник. VPN, значит, будем искать И до друг спутника друга. дойдем. Да, будем искать друг друга. Вот, как бы так. Беслан Викторович, какую помощь могут операторы связи оказать для эффективного учета и оплаты электроэнергии? Ну, налаживание системы, дистанционной системы и отключения, и учета потребления, это передача данных, это телематика. И я знаю, что наши коллеги в Черноморэнерго очень плотно сотрудничают с операторами связи по имеющим оптово-волоконным линиям связи, вот для того, чтобы наладить дистанционное отключение, учет потребления. Эти показания со счетчиков каким-то образом должны прийти, значит, на биллинг Черноморэнерго. Этим этим занимаются обычно связисты. И мы, помимо того, что оказываем помощь вот в борьбе с майнингом, наши операторы ориентированы на то, чтобы оказать помощь нашим коллегам Черноморэнерго, завязать практически все трансформаторные подстанции в нашей стране, тяговые, вот эти вот сельские, да, учеты прибора, потому что наши операторы в последнее время они очень сильно практически вошли во все села. Сейчас нет такого села, где не проложено оптоволокно. Практически по всем селам, по всем населенным пунктам у нас присутствует связь. И мы, используя наши линии, мы можем обеспечить и помочь нашим энергетикам. Да. Вот система учета – это вот передача данных. Мы можем помочь им с тем, чтобы наладить эту передачу данных. Ну, у вас самое технологичное ведомство, самое цифровое, и в других областях тоже вы можете сделать многое, насколько я знаю. Ну, вот сегодня по Черноморэнерго мы говорим. Да, цифровизации должны подлежать практически все объекты экономики, правоохранительная система. Я думаю, что наступит в стране такое время, когда мы предварим большие проекты по цифровизации страны, когда наши граждане, подавляющее большинство государственных услуг, будут получать дистанционно, не заходя в чиновничьи кабинеты. Вот это как бы наша главная цель и та задача, которая поставлена нам, руководством страны. Ну что, перейдем на социальную рекламу. Вашему вниманию сейчас будет представлен маленький видеоролик. Не переключайтесь, скоро мы вернемся. Выключайте свет там, где он не нужен. Берегите электроэнергию. Чараба. Айнхраба. Варасра. Антала янкала зайд. Шацуших черчка бабс. Руслан Цыпович, опять вам вопрос. Ну, какие у нас надежды, если вот на ближайшую перспективу, вот на зимний период, как мы все-таки пройдем его? Вот, не знаю, вот и депутат парламента говорил, что есть какие-то планы, но вот какая-то определенная стратегия пока не выработана, да? Вот, определенная стратегия, да. Как я говорил, что ожидается дефицит, поэтому ведутся переговоры с российской стороной о начале поставок электроэнергии. То есть, чем раньше начнутся поставки, то и объемы его дефицита будут меньше. То есть мы растянем свою... Да, мы растянем там сработку воды, и поэтому дефицит будет уменьшаться. Я думаю, они
успешно, да, завершаться. И думаю, вот, в этом году без ограничений, без отключений, ну, мы пройдем этот осенне-зимний, ну, и, по крайней мере, То есть так вот таких надеюсь. нестыковок, как были ранее в том Да, году, не ну будет, и да? все зависит от температуры, которая, ну, от погоды. Ну, насчет, какая будет зима, суровая, теплая. И что касается объемов, я думаю, объемами за счет поставок республика будет обеспечена. Ну, а второе, еще какие могут быть ограничения, это уже трансформаторные мощности. То есть объемы это одно, это общее количество. Ну, в разных регионах разные подстанции по-разному загружены. Есть где полностью загружены, ну, в зимний период. Если там что-то будет перегружаться, то есть это будет выявляться по мере, ну, наступления роста холодов и потребления, потому что мы не можем прогнозировать именно какое потребление из-за отсутствия приборов учета и, ну, неконтролируемого, ну, подключения. То есть, Но самое главное, мы в этом году не будем просить электричество, когда у нас уже его не будет, а мы вот заранее... ну да, в этом это году заранее ведутся, я предусмотрели. думаю, они успешно завершатся. Все делается для этого, чтобы население Абхазии не испытывало вот, в электроэнергии нужду, так Вот скажем. на сайте Черноморэнерго буквально вчера вечером появилась информация о том, что благодаря проводимой работе вот вашей положительно сказалось на вот этой всей динамике, и что у нас сейчас есть веерные отключения, если их так можно назвать, может быть, это неправильно подобранное слово, и все-таки у нас будет веерное отключение или нет? Если мы сегодня смогли приостановить работу майнинг-ферм, все-таки с интернетом это как-то мягче все прошло, веерные отключения будут или нет? С чем это связано? Может быть, ветхое оборудование наше на нашей стороне не позволяет нам в полной мере все-таки пользоваться электроэнергией? Верно. Ну, те отключения, которые сейчас происходят ночью, они были введены летом. Это для того, чтобы сэкономить, чтобы начать. Мы прогнозировали, что ожидается дефицит, и какое-то количество сэкономить электроэнергии, чтобы не поставлять это количество извне. Ну, и в такое время было, да, эти графики, чтобы, ну, максимальные неудобства населению, чтобы не наносить. Так, ожидаются ли дальнейшие? Вот я говорил, если тот объем электроэнергии будет согласован и будет поставляться, я думаю, эти отключения, которые ночные, они останутся, а дополнительные... Дневные они могут... Да, не должны быть. По нашим прогнозам, по нашим расчетам мы не собираемся. Но ну, что может произойти? Это все-таки энергосистема. Возможно, если, ну, отказы оборудования или где-то повреждения, ну, только в этих аварийных случаях, ну, какой-то период, Ну, может при быть, высокой да, нагрузке какие-то это ограничения, случается да. часто. То есть при таких максимальных нагрузках, которые возможны в зимний период. А так, чтобы планировали верные, такого пока нету, пока мы не планируем. То есть Руслан Сидорович, остается... еще вот такой вопрос. Понятно, что у нас основной поставщик электричества это Ингургэс, но не стоит ли нам задуматься о том, чтобы у нас были и малые ГЭС, ну, в каких-то населенных пунктах, где есть, например, река, там, то есть у нас Ну, много это, где есть да, такие возможности. Да? Ресурсов очень много, гидроресурсов в Абхазии. И это было бы очень хорошо, если бы, но это только частные инвестиции возможны. То есть, Насколько это дорогостоящая вещь все-таки для нас в нашей реальности, зная наши возможности? то есть вот малый ГЭС, ну и есть, которые раньше работали, но сейчас разрушены. Кто-то интересуется, кто-то Ну, хотя бы хочет, их привести. Да. Вот, Ну, там небольшие мощности, ну, по крайней мере, какое-то село, часть села они запитают. Но вкладывать деньги, там большие деньги, и потом реализовывать по 40 копеек, ну,
никакой, наверное, бизнесмен не возьмется за реализацию такого проекта. Единственное, если он хочет какое-то предприятие, и тут дефицит электроэнергии, то есть построить ГЭС и снабжать свое предприятие, там, выпускать какую-то продукцию. Вот предпринимателю по майнингу Ну нагрузку да, это дать уже ему. там как беззаконно, это уже, то есть очень, ну, очень дорого, я считаю, но для каждого варианта нужно составлять, ну, исследовать, проекты составлять, потому что это какая река, насколько, ну, какое давление нужно создавать. В общем, эти расчеты показывают, ну, насколько дорого реализация, ну, того или иного проекта. Вот вроде бы примитивная процедура сбора средств за потребленную электроэнергию. Ну, наверное, не знаю, во всех странах эта собираемость высокая. Почему у нас вот собираемость, она, ну, где-то наполовину меньше, и уже как кто-то подсчитывал, если бы собираемость была бы полной, даже по такому низкому тарифу за все эти годы, то есть мы могли бы модернизировать, по-моему, всю энергосистему Абхазии. Ну, вот этих средств Ну, хватило собираемость бы, низкая, да? да, около 40%. Но в чем сейчас. проблема? Вот это разве такая Проблема, ну, не платежи, потому есть- что приборов учета нет. Потом, Ну, есть же, если нет приборов учета, у вас есть тариф конкретный, у кого тарифы, нет да, приборов. есть тарифы, то есть по установленной мощности, но ну, это уже службы, бытовые службы должны усиливать работу, то есть и доходить. Ну, некоторые прямо отказываются платить. А как вы смотрите на способ механического отключения? Подъехал, отключил, Ну, так и уехал. должно быть. Все-таки года 4 назад я лично участвовала в инспекции в одном из районов, но инспекция достаточно такая была, знаете, выборочная, я могу это полностью сказать. Кому-то отключали, кому-то не отключали. Вот этот парень хороший, он придет завтра и нам оплатит. А вот этот вот он не хочет к нам приходить. Все-таки насколько человеческий фактор играет в эту вот роль, если возможно приехать, отключить и уехать, и вот пока Это же человек будет не оплатит, показательно. это все-таки Ну, именно и не другие выборочно, посмотрят. а вот что это будет наказан каждый гражданин, который вот, ну, определенная сумма, задолженность колоссальная. Сейчас не говорится о том, что у кого-то там 2-3 тысячи, есть же у которых колоссальные долги висят. которые не Вот собираются. гасить отрежут эти ему долги. проводы, и соседи увидят, скажут, ой, нам Ну, отрежут. это Будут нужно, платить. да, ну, все меры нужно применять, то есть если испытать, какие меры, чтобы постараться за Но они не потребленную прописаны. Или все-таки электроэнергию. наша ментальность нам не дает Ну, вот ментальность именно тоже не дает. Это механически. села, это дома, там дети, там что-то. Ну, вот получается так, что на сознание, как бы мы надеемся на сознание этих людей, этих потребителей, что они придут и погасят свои задолженности. Но, как видите, не приходится надеяться. Потому что как были, кто не платит, то есть кто платил, он платит. Вот эти там 30-40% это одни и те же плательщики, а вот кто остается, которые не платили, они так и не платят. То есть, и когда идет речь о повышении тарифов, да, некоторые говорят, наверное, правильно, лучше добиться собираемости при таком тарифе, 100, Чем ну, потерять до то, что есть, 100%. То есть, с да, увеличением. чтобы все начали платить, и после этого уже потихонечку, ну, поднимать тариф. То как-то будет обидно, когда тариф поднимут, те, кто платили, скажут, опять мы будем платить, Ну они да, не будут и платить те, тоже. кто не платят, они же говорят, я не платил и не буду платить, а люди платят, им обидно. Ну, в общем, такая есть, ситуация, да, такая проблема существует. Алхаз Владимирович, все-таки что наши законодатели думают о повышении тарифов? Это Если вы заметили, наш разговор отходит и возвращается к теме приборов учета. Уже Скобину набило это слово. Всем, наверное, с майнингом борются, вернулись к приборам учета. VPN ставят, опять приборы учета. Энергетики несчастные со своим колоссальным трудом опять приборы учета. Может, мы
знаете, в плену каких-то стереотипов. Один раз Прибор учета приобретенный. для нас это тот счетчик, который у нас в прихожей, как правило, у всех стоит. Приборы учета, вот, Руслан... У нас же Да, была уже. такая практика, в каком-то году устанавливали, да. у меня лично, например, этот счетчик стоял, но потом, что с этой системой произошло, я правда не знаю, но они же работали. Работали. Слушайте, не надо ничего изобретать. Обслуживать надо было. Задавать себе вопросы. Весь Советский Союз, когда он распался на отдельные страны, перешли там, в капиталистическую форму своего существования, все прошли через это, через установки приборов учета, с приходом частных инвестиций в энергетику, где уже жестче стали относиться к вопросам, все прошли через это. Тут не надо делать помарки на нашу ментальность в этом плане. Мы такие же люди, единственное, привыкшие просто к этому не платить. Человек так устроен, не просят, он и не платит. В данном случае не просто поставить счетчик. Тут еще придется с населением общаться, объяснять. Где-то, да, безусловно, надавливать, но где-то иргубзырное, а зато это прошли все страны. Ничего удивительного в этом нет. И если пойдем, собственно говоря, по умному пути, не повторяя ошибки других стран, то сократим время мучений наших. И что хотел еще сказать, сама Руслан поправит, это счетчиков, то есть эти приборы учета, это многослойная такая оборона уже можно, начиная с генерации, то есть с Ингургеса, там стоят приборы учета, на подстанциях крупных, Это можно будет узнать, какая потеря идет, это уже электричество, и интересно, что вот там. сами понимаете, кому, где и как тратится эта энергия. Самая учтенная, ее не главная учтенная. прелесть, Конечно. это что в любой момент оператор может отключить теплодельщика. Конечно. Это вот Цифровая то, что мы не оплата, можем сделать. все это все уже давно изобретено, давно везде работает. Когда мы к этому придем? Вопрос хороший. Когда, Руслан, мы к этому придем? Деньги Когда были мы отпущены. всё-таки Ну, придем вот к по этой инвестпрограмме, да, вот содействие с российской, на следующий год, на 2 года предусмотрены определенные средства именно на приобретение, внедрение автоматической системы. Это будет взят учета. отдельно какой-то город, район, или частично Ну, по всем да, городам будет это введено? по всей Абхазии, там, это за какой-то период, там, за год не Определенное охватит. покрытие будет идти? Все покрытие, то есть предусматривается все покрытие и внедрение вот автоматической системы учета электроэнергии с установкой именно таких приборов учета с возможностью дистанционного отключения и отключения от перегруза, если больше потребления, чем установлено. То есть это все заложено, но это долгий процесс, поэтому вот в первую очередь, что было заложено в бюджет, вот эти 30 миллионов, это первый этап, это нужно ежедневно, это каждодневная работа, не ждать, кто придет, это хорошо. Ну, нужно начинать сегодня, вчера надо было начинать и внедрять такую систему учета, потому что, как мы все поняли, это единственный выход для начала экономии электроэнергии в первую очередь, потому что, как мы все уже поняли, ее не хватает. Не хватает, нужно экономить, это как бы народное достояние, это каждого гражданина Абхазии, нужно экономить, чтобы что есть, всем досталось как бы его часть. Руслан Цыбович, а вот насколько эффективно, что вот эти контролеры вот и по сей день у нас существуют, они обходят дома, квартиры, но они, по-моему, раз в 3 месяца так Я могут просто по подойти. своим, не занимался именно да, это бытовой деятельностью. это Да, сбыт это у вас, а больше, другая. да, кто непосредственно занимается. Но неэффективно, как вы видите, потому что контролеры, где-то их убирают, где-то опять начинают, они обходят, они, как, у них какой-то план, они какую-то сумму собрали, пришли, сдали, дальше им не интересно. В общем, там своя, и сейчас там тоже реорганизация с бытовой компании нашей. Тоже стараются усилить сборы, новые какие-то методы применить вот, для роста сбора средств за электроэнергию. Контролеры, да, иногда они вообще, люди говорят, к нам не приходят, поэтому не платят. Может, где-то в каких-то селах терминалы, да, установить, чтобы возможность людей, уже на сознание, чтобы они приходили и сами оплачивали, за потребленную электроэнергию. Тут много вариантов, и над всем здесь этим Роскомсвязь может нужно прийти на думать, помощь. да.
хотел бы добавить к тому, что сказал Руслан Цыбович, когда ставит вопрос о повышении тарифов за потребляемую электроэнергию. Как правило, мы представляем себе старушку, которая получает пенсию 500 рублей и которая не сможет заплатить за потребленную электроэнергию. Вот, на мой взгляд, среди физических лиц, абонентов ваших, надо думать о собираемости по тому тарифу, по которому вот сейчас это все установлено. Я считаю, что надо думать о повышении, существенном повышении тарифов. Это я как частное лицо могу сказать, в отношении компаний, которые оказывают, зарабатывают большие деньги, в отношении тех предпринимателей, которые, кстати, калькулируют свои услуги по рыночным законам, да, зарабатывают неплохие деньги в нашей стране. Это неправильно. Нету экономики в том деле, где переток осуществляется, а бизнес получает в 3 раза дешевле. Да, это неправильно. Больше 3 рублей. Это неправильно. Я считаю, надо взяться за коммерческие предприятия, за хозрасчетные предприятия, которые зарабатывают большие деньги. Пускай платят хотя бы то, что вы платите за переток. На этом этапе население можно пока не беспокоить. На этом этапе дифференцировано. На этом этапе население просто улучшить собираемость среди населения. Это на мой взгляд, я считаю, что Черноморэнерго не должно датировать бизнес, поставляя в 3 раза дешевле электроэнергию, чем сами покупают. Это неправильно, на мой взгляд. И вот в отношениях ваших услуг и потребителей потихонечку надо вводить элементы экономики, законы экономики, потихонечку, плавно надо к этому переходить. Правильно сказано Алхасом Владимировичем, что надо, вот как весь мир. Люди же прошли через эти этапы. Прошли, отключали, обестачивали, шла борьба, скандалы, все, как-то они пришли к этому, что там каждый киловатт уже на учете, контролируется, оплачивается. Долги у коммерческих предприятий, как мы в последнее время слышали, по 30 миллионов, как бы так не должно быть. Судебных решений какие-то исковые должны быть. Да, вы должны получать свои деньги. Вам вообще надо... ведете эту работу с судами, направляете вот такие вот колоссальные суммы. Вот в этом направлении какая работа ведется? Ведется, да, направляет. А результат? Результатов очень мало, положительных. Не знаю, почему. С чем связано, что у вас нет результата? Неисполнением решений. Да, судебных решений, в общем, и сейчас не в вашу пользу получается все. Пока так. И я не совсем тоже в этой деятельности. Нет, может быть, просто громкое какое-то было, которое запомнилось, что вот вы в суд обратились, чтобы вам возместили, получается, ущерб. И были ли такие вот решения в вашу пользу, в конце концов? Решения, наверное, были, а результат... Не могу сказать, не помню. Надо переставать поставлять таким людям свою электроэнергию, свою продукцию. Беслан Викторович, у вас крупным должникам. Своих абонентов вы быстро отключите, если у операторов связи кто-то... У нас мы тоже через этот этап в свое время проходили. Было много возмущений населения, мы этот этап прошли лет 15-20 тому назад. У нас такая там все автоматически происходит. Да. И все надо автоматизировать. Не оплатил, отключили. Не оплатил, отключили. Даже если дистанционно нельзя отключить, я сторонник того, что если есть крупные какие-то предприятия, которые имеют колоссальные задолженности, надо просто физически отключить их. Можно не дистанционно, зачем они должны... Такие коммерческие предприятия практически не имеют задолженности, там юридические, коммерческие, перед Черноморэнерго, в основном население. И бюджетные много, бюджетные тоже должны, много, бюджетные организации. Да.
Коллега, мы в эфире практически час. Предоставьте нашим гостям возможность, наверное, высказаться свою точку зрения по поводу нашей сегодняшней темы. Ну вот, представитель из Народного собрания. Алхас Владимирович, что вы думаете обо всем этом? К чему мы, ну, вот какое резюме можно сделать, вот даже по нашей этой сегодняшней встрече? Есть ли какие-то радужные... не Радужных знаю, планов, конечно, нет, но какие-то пути выхода уже сегодня видны, учитывая, как называется сегодняшняя передача. Вот название «Позади вас» — грозный энергетический коллапс, который назревает каждую зиму, над нами нависает. У нас есть предложение, например, более конкретно, если без воды, как говорится. У нас есть ковид, по его поводу создан координационный штаб на высоком уровне при Кабмине. Вторая беда в нашей стране, помимо ковида, это энергетический кризис. Предлагаем создать такой же штаб, где сообща все эти проблемы решались. Предлагаем согласованную позицию выработать, начать адекватно датировать наш государственный РУП, который занимается проблемой энергетики. Предлагаем разработать и всячески поможем и поучаствуем в стратегических каких-то документах по развитию энергетики. по наращиванию мощностей, вот Ну, это... там комплекс да, целый главное, там, факторов. То есть есть что делать, надо начать, как бы, предложение есть, конечно. Ну, а Черноморэнерго, вот, Руслан Цыбович, вы сами, вот, тоже какое-то резюме. Ну да, ситуация, да, как я говорил, непростая в электроэнергетике, потому что это очень сложная отрасль. Оборудование практически 80% нормативный срок отслужило, ну, наше оборудование. Ну, и оно эксплуатируется в очень тяжелых условиях. То есть это на открытом воздухе, высокие напряжения, снег, температура, все. И требуются большие вложения, то есть постоянно должна идти модернизация и развитие электроэнергетики. То есть оборудование, которое отслужило, оно должно меняться на новое оборудование. То есть это постоянный процесс. Новые линии параллельно должны строиться, линии электропередач, новые подстанции, трансформаторная мощность увеличиваться. То есть это постоянная работа, колоссальная работа. Это все должны производить наши сотрудники, труд которых никто не видит. Вот видит там, может, руководители, а те, которые ежедневно, еженочно работают, их никто не видит. Это тоже наши граждане это должны понимать. И они всегда это все делают для народа, чтобы не оставлять потребителей без электричества. Поэтому помощь и государства нужна обязательно, потому что своих средств и ни у энергетических компаний никогда не было и не будет. Ну, при таких тарифах. Это государство должно развивать мощности, новую генерацию строить, экономить эту электроэнергию, и чтобы надзорные органы за рациональным использованием следили. И, в общем... Ну, у вас такой еще такой замкнутый круг, когда оборудование еще используется длительное время на пиковых мощностях, оно быстро вылетает. И, то есть быстро вылетает, да, но мы просто, наша задача в том, чтобы эксплуатировать и обслуживать это оборудование, ну, в нормативных значениях, то есть не перегружать. Ну, иногда приходится, когда нагрузки возрастают какое-то время, перегружать. В общем, работы очень много в энергетической отрасли, ну, для развития, потому что это основной двигатель, скажем так, экономики Абхазии. И поэтому и население призываю экономить электроэнергию. И предприятия, и все. То есть максимально нужно научиться экономить электроэнергию и переходить на другие виды топлива, где возможно, может быть, это в селах, где в частных домовладениях, ну, чтобы как-то все-таки сэкономить электроэнергию, которой уже не хватает. Александр Викторович, а вот Да, ваше но видение... при всех проблемах, которые есть в Черноморэнерго, мы, граждане нашей страны, должны
низко покланяться нашим энергетикам. Мы в неоплатном долгу перед нашими энергетиками, что они на протяжении 30 лет тянут эту лямку, обеспечивают нас электроэнергией. Мы прекрасно понимаем, я как человек, который имеет какое-то отношение к технике, да, я прекрасно понимаю те проблемы, которые есть у вас. Мы должны научиться, мы должны перейти. Вот энергетика почему-то у нас оказалась единственным товаром, который в нашей стране ничего не стоит. Все остальные отрасли, сферы бизнеса, они экономику свою подбили, пытаются зарабатывать деньги. Если не получается зарабатывать, то не работают себе в убыток. У нас без энергетики мы никуда. Мы, операторы связи, являемся одним из самых крупных пользователей электроэнергии. И, конечно, нам доставляет очень много неудобств. Вот эти вот перебои, отключения. У нас тоже выходит оборудование из строя, телевизионные наши станции, радиопередатчики, базовые станции сотовых операторов. Мы очень сильно хотим, чтобы ситуация в энергетике изменилась. Мы, как ваши коллеги, всегда рядом. Спасибо вам большое за все то, что вы все это время делали для нашей страны. Вот. Только благодарность, и чувство благодарности только к энергетике. Ну вот, и вы скажете свое. То, что проблемы в энергетике есть, это видно ни год, ни два. Я согласен с коллегами, что на самом деле самый лучший выход, наверное, это установка приборов учета. Но я как понял, это в ближайшее определенное какое-то короткое время реализовать не получится, необходимо год-два. Но что делать? Министерство внутренних дел будет продолжать свою работу, борьбу вести по выявлению лиц, которые незаконно добывают криптовалюту. Мы готовы в любое время выполнить задачу, готовы получить информацию и по этой информации выехать. И всегда будем рядом находиться с нашими коллегами, с руководством Черноморэнерго. И проблем каких-либо с нашей стороны не будет. Мы всегда готовы оказать помощь. Уважаемые гости, мы в эфире находимся больше часа. И, наверное, думаю, что все участники смогли донести до наших зрителей реальную картину электроэнергетики в нашей стране. Будем надеяться на лучшее. Все-таки, если все вопросы будут решены поэтапно, возможно, что со светом у нас проблем не будет. Спасибо большое, что пришли. Какие-то перспективы обрисовали. Спасибо. До встречи.